Сохранение и развитие родного языка. Именно для этого еще в 2003 году учредили праздник День осетинского языка и литературы. С тех пор его ежегодно отмечают 15 мая. Дату тоже выбрали не случайно. Подробности в материале моих коллег. Отмечать День осетинского языка и литературы по традиции начинают с возложения цветов к памятнику Костахи Тагурову. Дата связана с выходом книги «Ирон Фандер» в 1899 году. В пантеоне Осетинской церкви руководство республики, школьники, студенты и учителя. Ребята прочитали стихотворения классиков. Сергей Миняйло обратился к участникам на родном языке. Ирон литература, ирон вжак, коштае, ахашканы коштае фазошта. Мабон мах коштаен, моя фадыл ирон вжак, хаждачи котта, удонан бужных зура. На фадыл тайн бажади, вжак, ирон вжак, хажнага вжак, рашурда вжак, рашурдах дау, рашурд литература, моя хуамах на каштатам хатсаканам. Глава республики наградил лучших учителей осетинского языка и литературы. Почетные грамоты и благодарственные письма получили 13 педагогов. Сергей Миняйло поблагодарил их за работу и отметил, насколько важен их труд. Каждый человек, наверное, выбирает свою профессию, задумываясь о том, а что же меня ждет в будущем. А в будущем меня ждет все-таки, наверное, любовь детей. Я всегда им говорю, вы можете забыть какие-то грамматические основы, что-то с литературой, что-то связанное. Но то, что я всегда говорю своим детям об Осетии, о культуре Осетии, о традициях Осетии, конечно, это дети не забывают. Учителей осетинского языка и литературы поздравил и Борис Джанаев. Выразил слова искренней признательности педагогам, отметив неоценимый вклад в сохранение и развитие осетинской культуры. Спасибо вам за преданность, патриотизм, за неравнодушие к воспитанникам, которые учите ценить свои корни и свою культуру. А наша самая главная задача руководства республики – создавать комфортные условия для процесса обучения. И поэтому эти вопросы решаются. Принципиальный вопрос увеличения заработной платы педагогов. Главой республики Сергеем Ивановичем Миняйло поставлена соответствующая задача. По его поручению в текущем году на эти цели выделено почти 330 миллионов рублей. И такая динамика будет продолжаться. С целью мотивировать учителей родного языка и литературы к разработке интерактивных технологий ежегодно проводят конкурс «Лучшая методическая копилка». Инициатор – Институт повышения квалификации работников образования. Конкурс состоит у нас из двух этапов – заочного и очного. По итогам заочного этапа были определены участники очного. Их всего 9 учителей. Они из разных районов нашей республики. И, конечно же, стаж работы у них колоссальный. В своем портфолио они имеют большие достижения, как достижения обучающихся, так, конечно же, и педагогические. В рамках празднования во всех школах республики прошли открытые уроки. Интересные факты из истории языка и этапов его развития узнали и ученики 29-й школы Владикавказа. Мероприятие посетили представители партии «Единая Россия», подарили портрет Костахи Тагурова и книги. В неделю бывает 3 урока. 2 урока литературы, 1 языка. Готовимся постоянно, с удовольствием. Люблю эти уроки, потому что на них мы говорим на моем родном языке. У нас есть много праздников, но этот, я считаю, является особенным среди них, так как он сохраняет наш язык, и мы должны помнить о нем. Глобальный диктант по осетинскому языку в этом году написали почти 5500 человек. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Акцию проводят уже 10 лет. Трансляция прошла в прямом эфире телеканала «Осетия Ирыштон». Участвовали школьники, студенты, педагоги и все желающие, а еще осетины, проживающие за рубежом. Ирыштон на кувандун, на сараншах, на удлаон, не в шарм, на мат, ама на катай. Осетинский язык – хранитель духовной культуры, основа самоидентичности, принадлежности к уникальному национальному коду. И сегодня стоит важная задача сохранить и развивать его для будущих поколений. Фатима Дзадзоева, Мария Кутаева. Специально для программы «В итоге».